Цель – развитие страны по 12 национальным проектам. Юнусбек Евкуров принял участие в заседании Президиума Совета при президенте России. Самое быстрое лечение глубокого химического ожога. Ее методы лечения ожогов не имеют аналогов. 5 российских и 5 мировых рекордов установила Лидия Гайсанова. Церемония вручения сертификатов в выпуске. В костюмах сказочных персонажей они нагрянули забавы ради. О новогоднем представлении из столичного лицея репортаж нашего корреспондента. За мастерство и волю к победе. Подарки в виде новых автомобилей преподнесли выдающимся спортсменам ингушские меценаты. Мы юные армейцы, защитники страны, стоим на страже Родины России. Патриотизм у них в крови. И командира выбрали, и планы на Новый год наметили. На Сыркорте прошел слет юноармейцев. На канале Ингушетия Новости 24. Здравствуйте. Глава Ингушетии Юнусбек Евкуров принял участие в заседании Президиума Совета при президенте России по стратегическому развитию и национальным проектам под председательством премьер-министра Дмитрия Медведева. На совещании, прошедшем в режиме видеоконференции, были рассмотрены итоги разработки национальных проектов в 2018 году и планы их реализации в 2019 году. Премьер-министр отметил, что в президентском указе были поставлены новые задачи, определены цели развития экономики, социальной сферы. Ключевыми инструментами работы являются 12 национальных проектов и комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры. Мы выработали достаточно, на мой взгляд, уже четкие и понятные целевые показатели, на что мы должны выйти в итоге. Это конкретные объекты, построенные больницы, школы, отремонтированные дороги, новые дома, новые производства, сказал Дмитрий Медведев. Премьер-министр отметил, что в ближайшие 3 года финансирование национальных проектов составит более 5 триллионов рублей, что больше, чем планировалось. Республика Ингушетия принимает участие в 46 из 67 федеральных проектах, представленных в составе 12 национальных проектов. Мы выработали достаточно, на мой взгляд, уже четкие и понятные целевые показатели, на что мы должны выйти в итоге. Это конкретные объекты, это построенные больницы, школы, отремонтированные дороги, новые дома, новые производства. Ну а в тех случаях, когда речь идет о вопросах социальной жизни и такой социальной инфраструктуры, это, безусловно, качество образования, здравоохранения, сама по себе городская инфраструктура, экология, то есть то, с чем соприкасается каждый человек. Глава Ингушетии Юнусбек Евкуров провел рабочее совещание по вопросу реализации в регионе второго этапа мероприятий по улучшению водоснабжения, выполняемых в рамках инвестиционной программы нефтяной компании «Роснефть». Как доложил зампред регионального правительства Исрапил Латыров, план-график второго этапа на проведение строительно-монтажных работ с лимитом 264 миллиона рублей утвержден. В рамках проекта предполагается построить 39,6 километров водопроводов, 8 артезианских скважин, 1 насосную станцию и 4 водонапорных резервуара. По его словам, в настоящее время активно ведется работа по разработке проектно-сметной документации на строительство новых и реконструкцию существующих водозаборных сооружений. Завершена она будет к маю. Юнусбек Евкуров заявил, что информацию о строительстве водопроводных сетей в республике необходимо доводить до населения. Кроме того, руководитель субъекта акцентировал внимание на том, чтобы в наиболее проблемных сельских поселениях Барсуки, Плиева, Кантышева и Аршты была усилена работа по обеспечению водоснабжения. Теперь у нас вторая очередь на проведение следующих строительно-монтажных работ. Поступило 264 миллиона. Согласно план-графику необходимо построить 39,6 километров водовода у нас, 8 скважин, 1 насосная станция и 4 резервуара по 1000 кубов.
Это на 18 год у нас. На 18 год. В разрезе у нас по населенным пунктам это все разбито. У нас в основном проблемные точки были, это у нас Аршты, Барсуки, Плиево и Кантышево. В Арштах у нас одна скважина, водовод и 2 емкости. За счет этих денег, да? За счет этих. По Плиево, Барсуки у нас 6 скважин у нас, будем бурить в районе Магаса. И будем тянуть водовод порядка 10 километров до Плиева. Так. Потом Кантышево у нас один резервуар у нас, два резервуара, и 1007 километров водовод у нас. Мы от водозабора. От водозабора Кантыш. И туда у нас подключается Дом культуры, детский сад и новая наша школа по линии Минсельхоза, которая строится. С учетом утвержденного президентом страны по пилотным проектам. Это все у нас. Вот сейчас работу вы делаете в селах, там должны были же посчитать, сколько в селах замена труб у нас. Сколько километров нам нужно. 2500 где-то плюс-минус там. Так? 2500? 2500. Да, это ветры и замена только ветров сетей. Да. Новостройки учитываете? Да, учитываю. Вы новостройки все учитываете? Смотрите, у нас ключевые проблемы с жирой, где были Плиево, Барсуки, да. Вот это одна. Вот возьмите, вот это одна лица. Маршты Вежриют. Вежриют каждый год 7 миллионов денег выплачивают. За Ольгу мы можем сейчас сделать, вообще затрат таких не будет, только на электроэнергию. Поэтому разберите сейчас полностью, и что первично, что вторично, чтобы везде там решить делаем. Обладательница бесценных знаний и множества способов лечения ожогов разных видов. Лидия Гайсанова установила 5 российских и 5 международных рекордов. В России и Европе ее методы не имеют аналогов. Для вручения свидетельства об установлении рекордов в Ингушетию прибыл главный редактор, гендиректор Международного агентства регистрации рекордов «Интеррекорд» Влад Копылов. Мероприятие прошло в ДК Назрания. Репортаж Светланы Томовой. Есть такие люди, которые своими поступками и действиями, желанием помочь другим людям заслуживают большого уважения среди тысячи людей. Одна из них – Лидия Гайсанова. Около 40 лет она занимается лечением ожогов различной степени сложности. Сегодняшний день должен войти в историю не только Ингушетии, но и России, потому как за всю историю народной медицины впервые было установлено 5 мировых и столько же российских рекордов по лечению ожогов 1, 2 и 3 степени. Самое быстрое лечение глубокого химического ожога. Около года понадобилось Международному агентству регистрации рекордов «Интеррекорд», чтобы проверить данные, предоставленные Лидией Гайсановой. Из 7 представленных рекордов приняты и одобрены 5. Самое быстрое лечение 2 и 3 степени ожогов от кипятка. Самое быстрое лечение глубокого химического и термического ожогов и другие. Действительно, это очень уникальный рекорд. И действительно, это впервые регистрируется именно по народной медицине. Практически год мы посвятили изучению этой темы, сверялись с тем, какие были сроки по излечению, и определились на том, что все-таки 5 рекордов мы приняли и регистрируем их сегодня. Алиму Дзортову был год, когда он случайно опрокинул на себя чайник с кипятком. Мама вспоминает, как сильно тогда перепугалась, увидев, что ноги Алима от кипятка словно расплавились. На полное исцеление без последствий родители тогда только могли надеяться. Мы попали в больницу, там, в больнице я услышала от женщин, что вот и есть такая Лиза в Майском, что лечит хорошо. После первой перевязки, честно, в больнице, я, конечно, сразу решила найти Лизу и поехать, потому что перевязка у нас прошла очень болезненно. Ужасно было на это смотреть. Мы поехали, нашли Лизу, и все, и Лиза нас вылечила. Ожоги 2 и 3 степени 40% тела. Васамбек Погоров получил в 2009 году в результате взрыва в РОВД Назрани. Его экстренно доставили в Ростов, но лечение не давало результатов. Тогда семья и узнала о целительнице Лидии Гайсановой. Благодаря ей в течение 3 месяцев Васамбек смог не просто встать на ноги, но и остаться без единого шрама. Кілька саттаж досадарса оздан шкисте, кілька хатини служ досадарса мышцы жарг пханаж оздан досадарса дахам дачаш. Лиза аза буквально со 2 на 3 перевязку азуже кілька хани слоту дома мышцы жарг хабар слабитеге
пересадки же, дорога кожа нарастит, из деталя, что я хочу посмотреть перевязки, уже как ханисталар, кисть ханисталар, лилдудалар, как лилуж дарасухан. Лурыч Ростове госпиталь, лурыч пересадки есть, а кильги деревья без пересадки полностью нарастит, цахшрам, цахамцуюс, полностью бат яга ярсы яриге. Анчан баргумак, шрам цахамцуюс полностью лиза за дялка хитмацани бахан зложа лечение, народное лечение. Не раз за помощью к Гайсановым обращался и Павел Боциев. С семьей он был знаком еще с 1985 года, когда возил своего сына самой известной целительницы в регионе маме Лидии Зайди. Ее все ласково называли тетя Зоя. Ее дети пошли по стопам матери, Это вот, я от себя вот еще раз говорю, я себя обжег петком барзой на заводе, спрыгнул с бочки и дальше деваться некуда. Вот так пузо пухло, в сорочку зашла барза, рука, голова, у меня там снимок есть в машине. И меня сразу привез тот же Алан, который тетя Зоя лечила, к нему привез, дяде Шамшадину. Шамшадин меня задержал. Видите, ни одного шрама на меня нету, и на руке нету, и на животе нету. Они золотые люди, золотые, они бесценные. Секрет лечения ожогов в семье Гайсановых перешел от матери Зайды, а сегодня дети успешно продолжают ее дело. О них известно далеко за пределами Ингушетии. Как отмечает брат Лидии Шамсудин, самое главное в их работе – это здоровые пациенты. Это самое большое награждение есть. Лидия знает несколько способов лечения ожогов разных видов. Аналогов ее методам в России и Европе нет. Ее изобретение относится к химико-фармацевтической промышленности, а именно созданию средств на базе растительного и животного сырья. И к сегодняшнему признанию, говорит Лидия, она шла все 40 лет. Скажу, что действительно приятно, хорошо, что о нас узнали. Это приоритет России в мировой медицине. Понимаете, я сама была в Италии, я знаю, как там лечат, во многих странах мира я побывала. Но сегодня то, что мы даем, говорить о наших методиках, я считаю, что они заслуживают внимания, потому что они практически безболезненны, наши перевязки. Они противовоспалительные, это противоотечные. Там много хороших компонентов. И вот букет, который мы собираем, у нас не одно лекарство, у нас их несколько патентов. Признание Лидии Гайсановой значимо не только для нее, но и для всего ингушского народа. Но останавливаться на достигнутом она не собирается. Лекарь намерена войти в книгу рекордов Гиннесса. Светлана Томова, Магомед Даскиев, Новости 24. За столь высокую награду Лидию Ибрагимовну поздравил Юнусбек Евкуров. Руководитель региона также при встрече поблагодарил Влада Копылова за оценку вклада жительницы Ингушетии в лечении ожоговых поражений кожи. По данным пресс-службы главы региона, результаты проведенного на добровольцах изучения препарата позволяют заключить, что он является эффективным средством для местного лечения больных с ожогами. Он обладает достаточным противовоспалительным и регенераторным действием, хорошо переносится пострадавшими, не вызывает токсических и аллергических реакций и может быть рекомендован для использования при лечении больных с ожогами. У Гайсановой имеются патенты на лекарственные формы, полученные в Федеральном институте промышленной собственности России. Слушаем нашу виновницу, как вы добились таких результатов. Ну, начинала моя мама. Это в детстве у нее сгорел брат, это все, конечно же, отложилось в ее памяти. И вот ее преследовали сновидения. Ну и потом и начала она со своего сына, вот когда обгорел ее старший мальчик, мой брат, ну вот с этого тубля с Болпи. И вот мы за это время совершенствовали, улучшили наши методики, много сделали для того, чтобы качественная была работа. Очень редко остается шрам, буквально когда вот горит надкосница, вот эти проблемы. И, конечно, она эффективна тем, что она практически безболезненна. Не надо было делать наркозы, не надо было делать пересадки, не нужно бывает практически давать наркозы, чтобы облегчить эти боли. Во всех показателях, а мы работаем больше 50, я уже 40 лет, мама сколько. И поэтому вот на сегодня я считаю, что одна из перспективных методик, не только у нас в России, но и вообще в мировой медицине, я очень много слежу за этим,
сегодня что-то лучше, вот я не знаю, не потому что мы это делаем, а потому что было бы неплохо, если бы и народная медицина, эти методики, если бы они работали для всех, чтобы люди не сами как бы оплачивали это лечение, да, а как бы, чтобы государство взяло часть, по ОМС там, или как-то вот рассмотреть вот эту проблему. Конечно, очень многих за эти годы мы вылечила мама, конечно, сделала очень много. Самые тяжелые такие Роводовы и Иркачан. К вам подходила Погорова, Эйдмар просил, чтобы мне дали вот эту перевязочную. Общее состояние все взяли на себя наши врачи. Очень много они сделали, безусловно. У нас очень много хороших, талантливых врачей. Когда был ранен мой мальчик, и когда мы выехали в Италию уже на дальнейшее лечение, а первую операцию мы сделали здесь, тогда был Зауров Ахмадяш. Его сейчас нету. Но он из ничего сделал моего мальчика, что говорится. И потом там они были удивлены, когда вот эти ведущие врачи мира, в медицине они, конечно, светило, они говорят, это супер, ничего подобного вот мы не видели, из ничего вот так вот собрать малыша. И они думают, что это профессора. Это был обыкновенный врач, обыкновенный хирург. Таких у нас много. Мы почему-то всегда недооцениваем своих, но у нас очень много хороших, действительно хороших хирургов. Все ближе к Новому году, все праздничнее атмосфера в регионе. Для тысяч ингушских детей канун Нового года ассоциируется с волшебством, обязательно сопровождаемым подарками. Новогодние сундуки, наполненные сладкими угощениями, получили учащиеся школы-интернат Назрани. Такое внимание детям уделил один из ингушских меценатов. Тему продолжит Жаридат Халухоева. Новый год еще не наступил, а подарки для воспитанников Назрановской интернат-школы уже привезли. Яркие и красочные наборы сладостей сразу приковывает взгляд. Хочется быстрее узнать, что внутри. Мадина Нальгиева с этим заманчивым делом не затягивает. Подарок хоть и преподносится на праздник, но у нее еще один повод для такого волшебства. Его очень долго ждала. И под Новый год, когда начинается Новый год, я люблю Новый год. У меня, когда Новый год, день рождения бывает, до елки у меня день рождения, а потом елка у нас бывает. А вот Самира Алиева больше заинтересовал сам вид презента. Коробка в форме сундука, внутри которого он обязательно найдет свои сокровища. Очень счастлив, что мне дали этот подарок, похожий на пиратский сундук. Не терпится заглянуть вовнутрь и Хади Нальгиевой. Девочка обещает, она обязательно поделится со сладостями со всей семьей, чтобы в новом году у мамы с братом стала такая же яркая и сладкая жизнь, как этот подарок. Ну, тут мне попалась машинка. Это не моя, не девчачья, конечно, а мальчиковская. Я ее отдам братику своему младшему, чтобы он поиграл. Он любит их. Я хотела на Новый год, чтобы моя семья была счастлива. И вот такой подарок мне дали. Я им благодарна, что он такой красочный новогодний подарок. И такие подарки получат все воспитанники школы. Правда, дарить их будут не сегодня, а чуть позже и в праздничной обстановке. Инициатором предновогодней встречи уже в который год подряд выступает депутат Госдумы Алихан Харсиев. За эту радость, подаренную детям, его благодарит руководство учреждения, отмечая, как важна такая поддержка не только для каждого ребенка, но и для всей семьи. Сделать ребенка счастливым не так сложно, к счастью. И то, что люди сегодня постарались, естественно, это и воздастся и от Всевышнего, и вы сами вот видели, читалось счастье в глазах детей, поэтому это и есть самое, что именно есть благотворительность и самое, что именно есть благородный жест со стороны всех, кто принимал участие в этом мероприятии. Под Новый год организаторы стараются обрадовать детей не только подарками, а внести в их жизнь немного радости и веселья. Для нас, для взрослых, улыбка наших детей – это уже большое счастье. И поэтому мы в этом году закупили свыше 700 подарков и дали в разные учреждения, будем доставлять и радовать наших детей. Презенты для ребят – это всегда радостное событие, а к Новому году еще и долгожданное. Впрочем, это далеко не последняя акция, проводимая для детей в преддверии праздников. До Нового года остались всего несколько дней, и все дети обязательно получат свои подарки, чтобы праздник запомнился как минимум еще на 1 год. Жаридат Халухоева, Асхаб Белакиев, Новости 24.
Настоящая праздничная атмосфера царила сегодня и в стенах столичного лицея. Школьникам в гости нагрянули сказочные герои Дед Мороз со Снегурочкой и устроили веселые представления и конкурсы. Таким утренником дети остались довольны. В числе зрителей была и наш корреспондент Тамара Хашагульгова. В зале не смолкает смех и веселье, радостные улыбки, восторженные и блестящие глаза школьников. На сцене ребят веселят знакомые всем сказочные персонажи. Красавица Зима и Дед Мороз, его ингушский коллега Ордади со своей внучкой, герой эпоса «Всеска Солса», пираты-разбойники и кот в сапогах по прозвищу Рыжик. Каждый знает, что Новый год – это главный праздник в году. Его с нетерпением ждут и взрослые, и дети, ведь именно в канун Нового года случаются настоящие чудеса. И кто только не хочет каждый раз сорвать праздник. На этот раз украсть Дедушку Мороза, главного зимнего волшебника, попытались морские разбойники. Пойдем! Я покажу, куда они ушли! Пойдем! Но подлый план разбойников рушится и в этом году. Ордади быстро просекает их замысел. Спасти Мороза вызывается храбрый герой нардских эпосов «Всеска Солса». А почему вы не веселы? Нас и повесили. А вот юный кавалерист Даниялбек Сапралиев в случае чего может подменить «Всеска Солсу», даст отпор любым разбойникам. Мальчик выбрал этот костюм не просто так. Гусары скачут на лошадях, и они благородные, смелые и храбрые. Но каждой сказке приходит конец. Добро всегда побеждает зло. Вот и в этой также. «Всеска Солса» спасает дедушку из лап коварных пиратов и возвращает детям праздник. Благодарные зрители встречают это событие веселыми танцами. Хамзат Узеев остался под впечатлением от новогодней постановки. Больше всего ему запомнились пираты. Правда, стихи читает, посвященные Деду Морозу. Раз в году такое можно, один раз под Новый год. Но представьте, как нарочно, как назло, зевает рот. Сторожу свою квартиру. Вот ответьте на вопрос, как подарки в этом мире нам доставляет Дед Мороз. Как он елки прибирается и где его волшебный путь. Буду я с собой бороться, чтоб дождаться и не уснуть. Детям больше не нужно волноваться, Новый год точно будет. За письма Деду Морозу можно не переживать, он все исполнит. Я написала Дедушке Морозу письмо. Я попросила, чтобы у меня были куклы Лол. Еще набор куколок для своих сестер. Под впечатлением от утренника остались как главные виновники торжества дети, так и взрослые, которые пришли разделить праздник волшебства со своими детьми и внуками. У меня девочка в этом лицее учится уже 2-й год. А каждый год идут новые и новые представления. Вот в этом году, конечно, все было феерично. И, по-моему, это наш театр был в этом году. Мне очень понравилось, что не были приглашены какие-то гости, а именно наш театр. Мне понравилось, что в этом году, что наши дети мне как-то на своем языке слышали и Дед Мороза, и Снегурочку, и что как-то все было более доступно. А новогодние утренники только начинаются. Это хорошая возможность для малышей зарядиться положительными эмоциями на весь предстоящий год. Главное, хорошо вести себя весь этот год, чтобы все мечты и пожелания исполнились. Тамара Хашагульгова, Ахмед Гандаров, Новости 24. Роструд напоминает о 10-дневных новогодних каникулах с 30 декабря по 8 января включительно. Вариант длинной рабочей недели выбран, чтобы не прерывать новогодние каникулы. Выходной день с субботы 29 числа перенесен на понедельник 31 декабря. Нерабочие дни суббота 5 января и воскресенье 6 января, которые попали на период новогодних праздников, добавят выходные дни к майским праздникам – четверг 2 мая и пятница 3 мая.
В бизнес-отеле прошло торжественное вручение дипломов и сертификатов сотрудникам туристической сферы по итогам их профессиональной переподготовки. Обучение проводила Международная бизнес-школа туризма финансового университета при правительстве России. Семинары в рамках госпрограммы содействия занятости населения проводили в регионе с сентября по ноябрь. Работники туристической сферы смогли повысить свою квалификацию. Обучение велось по 5 направлениям. За 2 месяца каждый из работников своей сферы освоил работу повара, официанта, экскурсовода, работника службы приема и обращения. Стоит отметить, что обучающие семинары в сфере туризма проводятся впервые не только в нашем регионе, а по всей России. Ингушетия в этом смысле стала стартовой площадкой. Конечно, было непросто организовать эти курсы, но надо отметить, что мы очень довольны слушателями. Слушатели проявили колоссальный интерес к получению знаний. Мы увидели искреннюю заинтересованность, горящие глаза слушателей. И что самое отрадное, мы поняли, что наши слушатели хотят учиться дальше. Это нас очень радует. Главная цель этой программы была как снижение напряженности на рынке труда, так и сохранение кадрового потенциала. То есть эти 93 человека, которые имели низкую квалификацию, которые подолгу не повышали свой профессиональный уровень, благодаря этой программе нам удалось их переобучить, переподготовить, обучить смежным профессиям, специальностям, повысить квалификацию. И они, слушатели, очень довольны. Мы получили много знаний в области отельного бизнеса, расширили сферу своих возможностей, получили новые интересные знакомства, узнали многих людей, получили какие-то партнерские связи, благодаря которым сможем расширить сферу наших услуг. И основное, что приятно сказалось на результатах нашего обучения, то, что мы теперь можем повысить уровень обслуживания гостей. В 2018 году ингушские спортсмены значительно пополнили всероссийскую копилку медалей. На престижных российских и международных соревнованиях наши ребята занимали призовые места. Среди отличившихся и перспективный ингушский борец греко-римского стиля Мухаммад Евлоев. В этом году он завоевал бронзу юношеских Олимпийских игр и стал серебряным призером чемпионата России. Мастера спорта по греко-римской борьбе сегодня поощрили ценным подарком – автомобилем. Слово Харону Аздоеву. Очень значимой победой закончил свой спортивный год воспитанник клуба «Ади Ахмат» Мухаммад Евлоев, став бронзовым призером на юношеской олимпиаде в Аргентине, за что представителями спортивной борьбы Ингушетии был награжден вот этим новым автомобилем «Нива». Чествовать нашего спортсмена Евлоева Мухаммада, двукратного победителя Европы, призера мира, бронзового призера Олимпийских игр среди юношей. Для нас Евлоев Мухаммад чемпион, так как его засудили на этих соревнованиях. С руководством обсудили Харсиев Алихан и Асланбек Харсиев. Евлоев Мухаммада не оставили в стороне без подарка. Вручаем машину Ниву. Также из рук президента Федерации спортивной борьбы Республики Ингушетия получают заслуженные награды тренеры, готовящие ингушских борцов греко-римского стиля. Именно благодаря их упорной работе у нас появляются новые чемпионы. Правда, в этот раз для Мухаммада чаша судейских весов склонилась в пользу соперника. Поэтому верхняя ступень пьедестала для спортсмена в списке будущих достижений. Я там занял 3-е место. Первые схватки с иранцами меня засудили, а после того 2-3 схватки я выиграл. И только вчера у нас завершился всероссийский мастерский турнир. Там я 3-м стал. Турнир по мужикам был. Хотел бы поблагодарить Харсиева Алихана за его поддержку. Исхажа хажал всегда турнир мелохчан Европ, мелохчан ДРС, любой может оказаться на моем месте. Главное тренировка и кахейдис. Все это Аллах. В этих стенах зародилась не одна звезда отечественного и мирового спорта. Большую гордость и сильную мотивацию внушают подрастающему поколению атлетов подобные достижения наших земляков. Этот спортивный год принес много медалей в копилку Федерации спортивной борьбы Ингушетии, и подавляющее большинство их борцы греко-римского стиля.
У нас в этом году был очень неплохой урожай, можно сказать. По всем возрастам, по греко-римской борьбе у нас был результат. Были все ответственные соревнования, были задействованы все медали, можно сказать, по юношам, по молодежи и среди взрослых. Вид греко-римской борьбы развивается очень сильно. Для детей есть очень большой стимул. Тренеры не сомневаются, в будущем году наши борцы классического стиля поднимут знамя ингушской спортивной славы еще выше. А мы не раз вернемся сюда, чтобы чествовать очередную громкую победу. Харон Аздоев, Тамерлан Ужахов, Новости 24. Ключи от нового автомобиля вручили еще одному ингушскому спортсмену. Такой презент чемпиону мира по самбо Мовсуру Бокову преподнес меценат Башир Куштов. Отметим, что Мовсур занимается самбо, грэпплингом, борьбой, панкратионом и ММА. В числе его последних достижений – победа на чемпионате мира по панкратиону, победа в рамках профессионального ММА на турнире под эгидой М1. И вот сейчас победа на чемпионате мира по самбо. Накануне в сельском поселении Икажево был задержан житель Чеченской Республики за вождение в нетрезвом состоянии. Кроме того, при досмотре автомобиля правонарушителя сотрудниками МВД было обнаружено большое количество аптечных препаратов, продажа которых должна осуществляться по рецепту врача. По словам свидетелей инцидента, задержанный пытался дать взятку сотруднику полиции в виде дорогостоящего мобильного телефона и крупной суммы денег. По данному факту собран материал, который в ближайшее время будет направлен в следственные органы для принятия решения. Увлекательные развлечения с незабываемыми впечатлениями. Торгово-производственный центр Кяхк в Сунджа предлагает маленьким искателям приключений весело провести время. Для комфортного отдыха центр отвел большой детский развлекательный комплекс «Страна чудес», где предусмотрены все условия. Особое внимание уделили меню. Представлено широкое разнообразие блюд. А в преддверии праздника в «Стране чудес» действуют скидки. Зелимхан Калоев расскажет. Не знаете, как и где провести время с детьми, или знаете, но не хватает денег? На помощь придет детский развлекательный комплекс «Страна чудес», расположенный на 3-м этаже торгово-производственного центра Кяхк. Любимые сказочные персонажи, зеленая красавица по центру, караоке и игровые автоматы. Настоящий рай для детей. Рахиму Катиеву, чтобы попасть сюда, приходится учиться на круглые пятерки. Ведь дневник для него теперь стал пропуском в увлекательное путешествие. Мальчик настолько погрузился в игру, что он, даже сидя за виртуальной машиной, забыл снять шапку. Всегда учится, мамас. Уч, возится, считать, отчитываться. Уж любой игра довозишь. Десятки игровых автоматов, погружение в виртуальную реальность и новогоднюю атмосферу. «Страна чудес» готова дарить радость детям и родителям каждый день с 10 утра и до 6 вечера. Однако, как говорят сотрудники комплекса, работают они до ухода последнего посетителя. Отдохнуть здесь можно без ущерба кошельку, тем более, когда в канун праздников действуют специальные акции. Предлагаю всем родителям с детьми прийти. У нас идет, например, если у нас игровой комплекс стоит 100 рублей, 80, мы предусматриваем в зависимости от детей. Если родитель пришел с 3-4 детьми, да, мы им делаем акцию, скидку делаем хорошую. Стоимость у нас, конечно, минимум, несмотря на то, что другие развлекательные центры, у нас, например, батут 100 рублей стоит, там можно час-полтора даже поиграть. Но низкие цены, самые низкие цены, жетон стоит 100 рублей, там несколько, даже 3-4 жетона. Могут спокойно дети поиграть свободно и достаточно для того, чтобы они получили удовольствие от этого. А вот сестры Амина и Айша Гадабошевы быстро нашли себе любимое занятие – батутный парк с горками, шариками и лабиринтами. Что попросить у Деда Мороза на празднике – вопрос, над которым теперь девочкам усердно предстоит подумать. Все загаданное почти сбылось. Разве что дополнительных жетончиков для игровых аппаратов не хватает. И то дело исправимое. Мне тут нравится играть. Я здесь первый раз пришла. Мы еще сюда приедем, потому что нам здесь очень весело. А что тебе больше всего понравилось? Мне больше всего понравилось на батуте прыгать.
Хорошо провести время здесь не прочь и взрослые, которые так же, как и дети, погрузились в страну чудес. Кстати, для них здесь отведен целый уголок, где они смогут попробовать фастфуд и вайнахскую кухню. Словом, этим местом родители более чем довольны. خذ مهتجي واحد شنصلاء زميك شنصلاء بيرش هشدل يشمية دعو يشمية دقدح ديزج مخلط كستوخ أغاثو تجدوا خيبيزن بولج دوا. А для особых гурманов на первом этаже торгово-производственного центра «Кэрк» расположилось кафе «Сальмиры», где каждый может попробовать блюда национальной кухни. Здесь же в 2 шагах находится еще одно ценное богатство жизни – сквашенная вода, добываемая на глубине 350 метров. Ее по праву можно назвать водой высшей категории. Специальное оборудование с фильтром позволяет сохранить целебный вкус. Жители утверждают, она благоприятно воздействует на весь организм человека, очищая почки. Чистая, хорошая вода, я разов 3 или 4 раза беру эту воду. Прекрасная вода, чистая, нормальная. В чайник нальешь, никаких этого нету примесей, запах хороший, заварка хорошая делается. Вот поэтому беру. Проходилось где-то в других местах брать, но вот здесь сейчас начал брать, вот нормально, лучше, кажется мне. Одна канистра, то есть в 5 литров этой воды, обойдется всего лишь 28 рублей. Кулер в 340, обмен в 70. Полезно, а главное недорого. Все справки по телефону, которые вы видите на своих экранах. Попасть в мир детства, уюта и здоровья можно в городе Сунжа. Переулок Килиматова, 33А, со стороны федеральной трассы «Кавказ», не доезжая до аэропорта. Создайте новогодний праздник себе и детям. Торгово-производственный центр «Хэк» ждет вас. Зелимхан Калоев, Джамалет Амасханов, Новости 24. Ингушетия в числе регионов, в которых резко подорожает ОСАГО. Такие расчеты приводят в Российском союзе автостраховщиков. В первой двадцатке или в так называемой красной зоне по итогам 9 месяцев помимо Ингушетии оказались Северная Осетия, Приморский край, Карачаево-Черкесская республика, Дагестан, Кабардино-Балкария, Новосибирская и Ростовская области и другие. Самые привлекательные тарифы по расчетам Российского союза автостраховщиков в нетоксичных регионах. Первыми регионами, которых коснется снижение тарифа, вероятно, будут Москва и Санкт-Петербург. Что касается стоимости полиса для каждого конкретного водителя, то для рисковых категорий цена может вырасти, причем значительно. Опытные водители будут платить меньше. Они верой и правдой служат России. Тысячи молодых, активных и полных патриотизма юношей и девушек Ингушетии с гордостью несут звание юнармейца. На Сыркорте прошел слет участников военно-патриотического движения. Были подведены итоги уходящего года и намечены планы на грядущий 2019. Также состоялись выборы командира юнармейского движения региона. Обо всем подробно расскажет Дана Плиева. Таким заразительным посылом открывает слет юноармейцев отряд «Орлята». С огнем в глазах ребята запевают торжественный гимн юноармейского движения. Мы юные армейцы, защитники страны, стоим на страже Родины России. Ровный строй, прямая осанка и нескрываемая гордость в глазах, которые горят любовью к родине. 10-летний Бедери Саид Ахмед в ряды юнармии вступил 2 года назад, узнав о движении в школе. Изначально у меня не было в жизни таких планов, но потом я решил стать патриотом, защитником своей родины, потому что я ее очень люблю, и юнармия для этого и создана. Креативность, активность, умный патриотизм – качества, которыми, по мнению Фатимы Боковой, должен обладать каждый юноармеец. Напоминая об этом, она сегодня в качестве ведущей заряжает и вдохновляет своих товарищей. В ряды юнармии Фатима вступила всего 2 месяца назад. Я наткнулась на официальную страницу юнармии Республики Ингушетия в социальной сети ВКонтакте. Мне стало интересно, я написала, узнала номер у нас главного, позвонила, они меня пригласили на встречу. За эти 2 месяца я познакомилась с очень интересными людьми, я обрела новых друзей, я поучаствовала в разных мероприятиях, мне было очень приятно. Мы юноармейцы великой страны, мы юноармейцы великой державы, прошлым своим мы гордиться должны, мир укреплять нам дано это право.
Поздравить ребят и отметить их успехи приехали почетные гости. Здесь и представители ДОСААФ и военного комиссариата республики. С приветственным словом к ребятам обратился Тимур Мистоев. Вот вы и маленькие, но вы думаете, что мы вас не видим. Ваш труд действительно очень большой для республики. Хочется одного, чтобы вот вы не останавливались на этом месте, чтобы вы совершенствовались и шли вперед. Но опять же, мы всегда вам поможем. Военком республики также наградил наставников юноармейцев, которые вместе со своими подопечными принимали активное участие в осенней призывной кампании. За большой вклад в организацию и реализацию деятельности Всероссийского военно-патриотического общественного движения Юнармия Республики Ингушетия объявляется в школе номер 1 Прикажево. Поздравительный адрес от руководителя регионального Миннац зачитала и представитель ведомства Мадина Барахоева. Ваше Всероссийское детское юношеское военно-патриотическое общественное движение «Юнармия» уже 2 года активно участвует в реализации государственной молодежной политики Российской Федерации и Республики Ингушетия. Вы внесли вклад в повышение общественного авторитета и престижа военной службы, сохраняете и приумножаете практическую способность к выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по защите Отечества. В свободное от учебы время юноармейцы активно проявляют себя в различных культурных и спортивных мероприятиях, стараются показать свои способности и таланты. На этот раз псидавские юноармейцы подготовили для товарищей зрелищное шоу «Военные акробатические трюки». Движение также знаменито своей волонтерской деятельностью. Юнармия подвела итоги благотворительной акции «Орел добра», в которой приняли самое активное участие юноармейцы более 20 школ республики. 5 декабря мы все праздновали День добровольца, и вот в этот день пришла в голову такая мысль организовать эту акцию, и подумать не могла, что она примет такие масштабы. Честно, вообще и в мыслях не было, что ребята вот так вот откликнутся. Несли все, что в доме есть, все, что есть у родителей. Вещи, что удалось собрать, передадут благотворительные фонды. Кроме этого, ребята собрали денежную сумму в 30 тысяч. Эти средства направили в клуб добрых людей. Они пойдут в помощь на лечение больного мальчика. Мальчика зовут Богатырев Идрис, у него ДЦП, и ему настоятельно врачи рекомендуют специальный вертикализатор. И у нас сейчас проходит сбор средств на приобретение этого вертикализатора. Как раз осталась небольшая сумма к сбору, и это будет хорошей поддержкой для того, чтобы сбор закрыть и как можно скорее приобрести его. На самом деле участие детей в благотворительности это что-то особенное, потому что дети, они подают пример не только своим сверстникам, но и взрослым, которые, к сожалению, зачастую не задумываются над тем, что кому-то нужна помощь. Официально движение юнармии стартовало в России 1 сентября 2016 года, а в августе прошлого года в регионе по поручению главы республики заработал региональный штаб движения. В Ингушетии в этом ряду почти 1500 детей, и их количество увеличивается с каждым днем. Дана Плиева, Асхаб Белакиев, Новости 24. На этом наш выпуск завершен. Оставайтесь на канале Ингушетия.